Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе о предварительных итогах расследования взрыва в Приморском, пресс-конференция в Минобороны. Боевое братство, российская организация ветеранов, предлагает сотрудничество. Выставка марок, мероприятие памяти Эдуарда Пиля в Сухуме. В Министерстве обороны Республики сегодня прошла пресс-конференция министра Мираба Кишмария. Глава оборонного ведомства рассказал о работе, которая проводится в селе Приморское, где 2 августа на складах Минобороны прогремел взрыв, а также о предварительных итогах расследования чрезвычайного происшествия. Репортаж Ирины Аршпа. Как известно, 2 августа в селе Приморское произошел взрыв боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии. В результате происшествия пострадало более 60 человек. 2 россиян погибли. Жителям села нанесен колоссальный ущерб. По последней информации, более 100 домов нуждаются в капитальном ремонте. 11 из них признаны непригодными для жилья и будут заново отстроены. Как нам сообщил глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария, на данный момент в 39 домах уже заменены крыши. В многоквартирном доме, а также в некоторых частных домах частично установлены стеклопакеты. О работе, проводимой по ликвидации последствий взрыва, в частности, шла речь на пресс-конференции министра обороны Мираба Кишмария. Склад, на котором произошел взрыв, был построен в 1973 году. По словам министра, 27 июля текущего года им был подписан приказ о замене кровли на этом объекте, так как старая крыша из шифера была уже непригодна. И 1 августа на складе начались ремонтные работы. Проводились работы по замене крыш шиферных этих, которые были устаревшие, были с тыльной стороны сложены. Меры безопасности соблюдались, никаких сварочных работ не проводились. В 16:30 произошел хлопок, мощный хлопок, который было слышно на расстоянии 500-600 метров. Тогда было принято решение старшим рабочей группы остановить работу. Произошел через несколько минут 2 хлопок мощный. Из Соловьева дали команду эвакуировать личный состав. Немедленно были эвакуированы. Пошел дым. Вызвали пожарных. Хорошо, что это было сделано. После этого произошел мощный взрыв. Осколки от разорвавшихся снарядов и мин, а также не разорвавшиеся боеприпасы разбросало по всей округе в радиусе 50 километров. Особую опасность они представляли для местного населения. На данный момент дворы и приусадебные участки жителей села почти расчищены, но поиск и вывоз не разорвавшихся мин и снарядов все еще продолжается, подчеркнул Мираб Кишмария. Есть мелкие какие-то, а вот особо опасных мы уже убрали силами ХОТРС и личным составом Министерства обороны. Полностью уничтожено 2 склада с боеприпасами. Один уцелел. Как сообщил министр обороны, боеприпасы из этого склада перевезены в другое место. Сейчас обсуждается вопрос о переносе всех складов Министерства обороны, находящихся вблизи населенных пунктов, в более удаленные и безопасные районы. Если в других селах недовольство, что у них в селах находятся склады, мы будем принимать меры, чтобы вывести это все в другое место. Есть моменты, где у нас, слава Богу, позволяют места, где бы подальше и как бы поглубже, чтобы этого не произошло. Вот наша задача. Как отметил Мираб Кишмария, Министерству обороны также нанесен немалый ущерб. Но на обороноспособности страны это никак не отразилось. В случае чего мы в состоянии себя защитить, подчеркнул министр. Мираб Кишмария также сообщил, что уже есть предварительные результаты расследования происшествия. Данные переданы в военную прокуратуру. Причина одна – человеческий фактор. Предварительно то, что мы знаем. Мы провели тщательную проверку со всех сторон, и тот личный состав, который был задействован, да, были опрошены, проведены и другие работы. Мы ничего не будем скрывать. Мы все будем делать так, чтобы найти виновных. Есть специалисты, которые определяют. Там лежали те снаряды, которые еще 50-х годов были взяты у грузинских войск во время войны. Вы прекрасно знаете, производство и выпуск 50-х и 43-х годов, и снаряды, и авиабомбы, которые там. Мираб Кишмария выразил особую благодарность бойцам 7-й российской военной базы за помощь, которую они оказывают в течение всего этого времени. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
С 16 по 22 августа состоялся визит делегации Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кови в Сирийскую Арабскую Республику. В состав делегации вошли министр экономики Адгур Арзанба и сотрудники МИД. Кроме того, делегация была представлена президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадием Гагуля и сотрудниками Торгово-промышленной палаты, которые представили экспозицию с продукцией нашей страны на Дамасской международной ярмарке. Делегация Республики Абхазия приняла участие в церемонии официального открытия Дамасской международной ярмарки. В ярмарке приняли участие представители 43 стран мира. В абхазском павильоне были представлены материалы, рассказывающие о традициях и культуре абхазского народа, сельскохозяйственной и туристической отраслях, а также об инвестиционном потенциале нашей страны. Изделия отечественных производителей вызвали огромный интерес у посетителей, особенно винная продукция. Огромным спросом пользовались и специально разработанные в выставке буклеты торгово-промышленной палаты Абхазии на арабском языке. А 17 августа в Министерстве иностранных дел Сирийской Арабской Республики прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кови с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муаллемом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили уверенность в необходимости установления и развития взаимоотношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. В ходе поездки в Сирию состоялась встреча делегации Республики Абхазия с председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики Имадом Хамисом. От лица руководства Сирии он выразил особую признательность за объективную позицию властей Республики Абхазия в отношении процессов, которые происходят в Сирии. Имад Хамис дал позитивную оценку участию представителей Абхазии в Дамасской международной ярмарке, успешное проведение которой очень важный показатель для всей Сирии. Как было отмечено, сирийское руководство воспринимает Республику Абхазия в качестве дружественного государства и намерено идти по пути установления и развития двусторонних межгосударственных взаимоотношений. При этом власти Сирии выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества с Республикой Абхазия. Для этих целей по распоряжению председателя Совета министров Сирии будет сформирована специальная правительственная комиссия, которая совместно с абхазскими коллегами разработает концепцию, направленную на развитие социально-экономических и торговых взаимоотношений с Республикой Абхазия. 20 августа в Народном совете Сирии прошла встреча абхазской делегации с председателем Народного совета Сирии Наджатом Анзуром. В ходе встречи абхазская и сирийская стороны обсудили пути развития и укрепления парламентских связей двух республик по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. С целью интенсификации двустороннего межпарламентского сотрудничества было предложено обменяться визитами парламентских делегаций двух стран. Такой подход, по общему мнению участников встречи, послужит хорошим стимулом для укрепления дружбы и сотрудничества между Абхазией и Сирией. Было также отмечено, что Сирия, так же как и Абхазия, стала заложницей политики двойных стандартов, проводимой Западом. Обе страны испытывают на себе негативное воздействие западной политики, изоляции на международной арене. Чтобы противостоять этим серьезным международным вызовам, необходимо выстраивать общую стратегию, направленную на предотвращение подобных негативных сценариев развития событий. Также в рамках поездки в Министерстве экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики состоялась встреча министров экономики Абхазии Адгура Арзанба и Сирии Мухаммеда Самерхалиля. В ходе встречи министры обсудили перспективы социально-экономического, торгового и финансового сотрудничества между нашими странами. Были проработаны возможности ведения торгово-экономического сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Сирийская сторона подчеркнула свою заинтересованность в развитии финансово-экономических и торговых взаимоотношений с Республикой Абхазия. В ходе встречи министры определили ответственных лиц двух сторон, которые будут находиться в постоянном контакте и координировать дальнейшую двустороннюю деятельность по линии профильных министерств. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба своим указом освободил Даура Кобахи от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия на основании личного заявления. Другим указом президент назначил на эту должность Адгура Лушба, освободив его от должности заместителя руководителя администрации президента. Сегодня же президент Рауль Хаджиба подписал указ о присвоении почетных званий «Заслуженный артист Республики Абхазия». За вклад в развитие национального искусства и популяризацию культуры народов Кавказа народной артистке Карачаево-Черкесской республики Аминат Напшевой и народному артисту Республики Ингушетия Лаудину Исмурзиеву указом президента присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». За вклад в развитие национального эстрадного искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» указом президента присвоено солистке Государственной филармонии Республики Адыгея Симе Куйсоковой.
В эти дни в Абхазии находятся представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Сегодня в Министерстве обороны прошла встреча заместителя председателя организации Геннадия Шорохова с представителями некоторых ветеранских организаций Абхазии. Во встрече также принял участие чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. У ветеранов России и Абхазии общая история и общие проблемы. Они должны объединиться, чтобы вместе работать и защищать интересы ветеранов. Об этом заявил, открывая встречу, заместитель председателя Боевого братства Геннадий Шорохов. Мы посчитали необходимым, чтобы объединиться вместе, заключить определенные договоренности о том, чтобы вместе работать, вместе защищать интересы ветеранов, потому что они сегодня требуют большой заботы и внимания. В России сегодня под руководством Владимира Владимировича Путина очень много делается для того, чтобы решить проблемы, которые стоят перед ветеранами. Ветеранами Афганистана, других войн и военных конфликтов. Наша организация насчитывает более 120 тысяч человек. В этом году мы впервые получили субсидии от государства на лечение ветеранов, на прохождение реабилитации. И самое главное, что мы добились, чтобы эти льготы и привилегии распространялись не только на самих ветеранов-инвалидов, но и на членов семей погибших, а также на членов семей ветеранов. Главной целью международной деятельности Боевого братства является укрепление ветеранской дружбы и взаимопонимания, сотрудничества и взаимопомощи с ветеранскими объединениями стран бывшего Советского Союза. Огромную работу сегодня организация проводит по патриотическому воспитанию молодежи. Это, наверное, сегодня важнейшая задача, которую взяли на себя ветеранские организации России, потому что мы переживаем за то, какое будет будущее России, как будут наши дети, внуки относиться к тем достояниям, к тем достижениям, которые сегодня происходят в России. Сегодняшняя встреча – это только первый шаг, можно сказать, знакомства. Социальная защита ветеранов и инвалидов, патриотическое воспитание молодежи и многие другие вопросы, возможно, будет решать сообща, если в Абхазии будет создан единый союз ветеранов, с которым Боевое братство подпишет соглашение о сотрудничестве. По словам Геннадия Шорохова, представители ветеранской организации обязательно приедут на празднование Дня независимости 30 сентября, и тогда будет возможность вновь вернуться к этому вопросу. Ирина Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Конференция общественной организации «Женщины в политике» с участием представителей блока оппозиционных сил прошла сегодня в Сухуме. Основная тема встречи – социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в Абхазии. Участники встречи отмечали наличие в стране, по их мнению, глубокого социально-экономического, общественно-политического кризиса. Очевидным подтверждением этого, по словам выступающих, является снижение реальных доходов населения, необеспечение в должном объеме и установленные сроки социальных обязательств государства. Назначаются все эти 3 года кадры. Я в ужасе от того, что 10 лет боровшиеся за власть люди, придя к власти, либо, они пришли к власти, не выработав принципы, в данном случае в связи с кадровой политикой, какие должны быть принципы и критерии назначения людей, какова должна быть кадровая политика. Как отмечалось на встрече, частая смена правительства не дала положительных результатов, а непродуманная кадровая политика привела к ее полному провалу. По мнению, подтверждением кризиса власти стала сложившаяся в стране криминогенная ситуация. Как они это тратят? Это же очень важный вопрос. Ну как они тратят вот ту сумму, которую они получили, собственные доходы и прочее, прочее. Ну хочется заглянуть материалы контрольной палаты, так сказать. У нас, когда мы работали, Российская Федерация всегда, ежегодно, мы подвергались строгой проверке счетной палаты Российской Федерации. Вместе с нашими депутатами совместно они нас контролировали, составляли акты, делали замечания. И эти акты, извините меня, имели все, потому что они были доступны для всех. Они имели все.
Сейчас, я решил, так сказать, по старой памяти, думаю, загляну в акт контрольной палаты. И что вы думаете? Ничего подобного. В акте контрольной палаты поставили гриф секретности для служебного пользования. По словам выступавших, у них вызывает недоумение закрытость власти, отсутствие прозрачности ее действий, неумение и нежелание объективно оценить работу правительства в целом и отдельных министерств и ведомств. Мы должны позитивно, правильно, осознанно, продуманно влиять на общество. Так жить и существовать, как сейчас это происходит, это подобно гибели, бесперспективности нашего государства. В завершении встречи была принята резолюция, в которой содержится призыв к блоку оппозиционных сил, политическим партиям, общественным организациям, движениям, представителям гражданского общества к консолидации для выработки и осуществлению мер по выводу страны из сложившейся ситуации. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Выставка почтовых марок Абхазии памяти заслуженного связиста страны Эдуарда Пили открылась сегодня в Центральном выставочном зале Сухума. На ней были представлены более 300 экземпляров почтовых марок, и среди них первая почтовая марка Абхазии. Подробности в материале Алики Трапш. История абхазской почты началась в годы Отечественной войны народа Абхазии. На неоккупированной грузинами части страны центром почтовой связи стал Гудаутский районный узел связи во главе с Эдуардом Пили. В общей сложности Эдуард Константинович Пили более 50 лет проработал в сфере связи. С 1993 по 1995 годы он являлся начальником производственно-технического управления связи. После преобразования управления до 2010 года он возглавлял госкомпанию «Абхазсвязь». Марки – увлечение Эдуарда Пили на протяжении всей его жизни. Благодаря его усилиям во время войны 25 июня 1993 года впервые в истории почтовых предприятий страны была издана первая почтовая марка Абхазии с изображением ястреба-перепелятника. Это событие стало очень значимым для республики. То, что первые марки появились у нас в республике, это мы, значит, вышли на мировой уровень для филателии, можно сказать. А потом, конечно, хотелось бы, чтобы каждый сегодня, который посетил эту выставку, задумался о том, что нужно дальше продолжать развивать эту филателию. В 2011 году прервалось это печатание, мы больше не выпускаем. Это выходит после смерти Эдуарда Константиновича, в принципе. Это все остановилось. Конечно, надо продолжать эту работу. На выставке были представлены более 300 экземпляров почтовых марок. Тематически все они отличались друг от друга. Были марки с изображением православных храмов Абхазии, городов, археологических находок, выдающихся государственных деятелей, писателей, художников, композиторов, марки с изображением жертв сталинских репрессий и многие другие. Посетители с большим интересом рассматривали экспонаты. Некоторые на почтовых марках узнавали своих родственников. Большая гордость и радость, что марки моего деда, народного поэта Абхазии Дмитрия Гуля, и марки моего отца, писателя Георгия Гуля, также представлены на выставке. Марки, так же как различные открытки и монеты, это тоже такой признак государственности и гордость за страну. На выставке были представлены почтовые марки из Государственного музея Абхазии, а часть экспонатов из личного архива представила семья Эдуарда Пили. По словам его дочери Дианы Пили, данная выставка посвящена не только ее отцу, а всем достойным гражданам Абхазии. В ходе подготовки к выставке я поняла одну удивительную вещь. Это оказалась выставка не только памяти моего отца, а всех тех людей, кто жил на этой земле, кто работал, кто любил эту землю, кто сложил жизнь за эту землю. И все они увековечены в его марках. И, скорее всего, теперь эта выставка получилась как дань памяти этим людям, которые не дошли до сегодняшнего дня, но также горячо любили эту родину. Выставка, посвященная 80-летию со дня рождения Эдуарда Пили, продлится до 26 августа. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
Всероссийский автопробег «Большая Россия» добрался до Абхазии. Участники автопробега привезли с собой в подарок копию иконы Божьей Матери в поддержку абхазского народа. Инициатива проведения автомобильного крестного хода принадлежит простым гражданам России, православным представителям иных традиционных религий, патриотам Отечества и просто неравнодушным людям, которые входят в национально-освободительное движение за суверенитет России. Но прежде всего это национально-освободительное движение народа России за независимость своей страны от внешнего правления. Активисты национально-освободительного движения, которые также считают, что наша страна находится сейчас под внешним управлением, и то, что произошло в 1991 году, это вот геополитическая катастрофа, которая разделила весь наш единый когда-то и цельный народ на множество республик и отдельных государств, вот, обеспокоенные, скажем, вот этой ситуацией и движимые идеей объединить народ, снова соединить, сделать, вернуть былое величие нашей России. Вот пошли в этом году крестным ходом по всей России. То есть крестный ход стартовал в Москве, потом икона была перенесена на самолете, перевезена в Магадан, в столицу Колымы. И уже из Колымы на автомобилях, вот сейчас на данный момент 6 автомобилей сопровождают эту икону. Икона движется по всей стране. Автомобильный крестный ход под названием «Большая Россия» стартовал в июне в Магадане. Абхазия – одна из остановок на пути следования колонны. В Сухум они привезли несколько священных реликвий – икону Луки Крымского, Матроны Московской, Казанскую икону Божьей Матери и священномученика патриарха Гермогена. Священные реликвии пробудут в нашей стране еще один день, после чего крестный ход вместе с иконами двинется в Новороссийск, Луганск и другие города. В рамках данного мероприятия также был организован сбор средств и гуманитарного груза для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики. Еще одна составляющая этого автопробега – это сбор и доставка гуманитарной помощи нуждающимся жителям Донбасса, детям-инвалидам, там, где как получится. Мы везем канцелярию к 1 сентября школьникам. Собираем тоже по городам, кто что может, кто-то деньгами, кто-то материально. От крестного хода, который пересек почти все города России, в подарок священной земле Абхазии была передана копия иконы Божьей Матери в поддержку абхазского народа. Богородица, ходатайца нашего рода человеческого, который ходатайствует перед Сыном Своим и перед Богом нашим о том, что есть род человеческий, которого нужно защищать, которого нужно ходатайствовать перед Богом. И вот это успение Божьей Матери, это очень значимое для всего нашего абхазского народа. Даже этот месяц называется именем этого успения Божьей Матери. В завершении мероприятия участники крестного хода возложили цветы в Сухумском парке боевой славы и почтили погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Тамара Ачпаста Мургожба, Абхазское телевидение. Торжественная линейка 2017-2018 учебного года пройдет 4 сентября. Министерство образования и науки Абхазии дало разъяснение к приказу о начале учебного года. В связи с возникшим непониманием среди населения Республики Абхазия о том, какой первый день учебным считать, и с приказом 228 о начале учебного года, министерство хотело бы дать разъяснение, что первый учебный день будет понедельник, 4 сентября, пройдет торжественная линейка и, по сути, первый раз, когда дети пойдут, первоклашки, в первый класс. Однако приказ 228 призван отрегулировать, и он является ежегодным, официальным, начало учебного года, и оно как раз считается с 1 сентября, вне зависимости от того, попадает он на рабочий или нерабочий, или праздничный день. Так что хотел бы снять все страхи, опасения среди жителей республики о том, что им придется приходить с детьми в школу в выходной день. Начало учебного процесса будет 4 сентября, в понедельник. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 27-29 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.